Егеря с раннего утра с мешками в руках направляются в лес. Сегодня их цель не забрать пропитание у природы, а наоборот подкармливать диких животных. Зимой фауна сталкивается с серьезным дефицитом пищи, и это может негативно сказаться на здоровье и численности популяции. Неделю раз обязательно подкармливаем. Обычно, когда снег мы подкармливаем, но сейчас снега нет, он все равно подкармливаем. Снег будет еще. Каждое место подкормки будет отмечено, чтобы следить за тем, как животные реагируют на помощь и как изменяется их популяция в течение зимних месяцев. Егеря тщательно планируют, какие корма использовать, чтобы обеспечить максимальную пользу для различных диких животных. Корм кукуруза, видите, чистая кукуруза. Чередуем это. Иногда пшеницу, иногда ячмень, но кукурузу лучше всего едят. Его кукурузу и зайцы едят, и курицы, и кабаны едят. Кроме медведя и косули, все здесь есть. Кабаны здесь есть, барсуки здесь есть, шакал, волк, лиса, естественно. Но очень много здесь фазана и кабана. Но видно. Сейчас, если солнце было бы, от фазанов у тебя уши жужжали бы здесь, орут фазаны. Подкормка диких животных в холодное время года играет важную роль в поддержании экосистемы. Корма, которые егеря собираются разложить в заранее выбранных местах, помогут животным перезимовать и обеспечат нормальный рост и развитие их популяции. Эти действия не только помогают животным, но и способствуют сохранению биоразнообразия в регионе. Зверь, если у него места нету кушать, он уходит, миграцию делает. Он свободно за ночь 60-70 километров проходит, он может отсюда уйти в Северную Осетию, Абхазию, Чечню, хоть куда. Кормовой базы раз нету, они уходят, миграцию делают. А сейчас вы видели, в море боярышник лежит, и мы подкармливаем. И вот фазанам и кабану тут разговоров нету, зайцев, вот, все хватает. В угодьях Малгобекского лесничества находится 53 тысячи гектаров земли, из которых 8 тысяч гектаров занимают лесные массивы. Чтобы способствовать росту популяции диких животных, егеря открывают сезон охоты на диких кабанов, зайцев, фазанов и других диких зверей на отдельных участках. Это позволяет животным находить спокойные зоны, где они могут укрыться и не подвергаться опасности. Кстати, сезон охоты на диких кабанов закрыт с 31 декабря. Такие меры помогают поддерживать баланс в экосистеме и обеспечивают защиту животных в их естественной среде обитания. Зелимхан Кылоев, Адам Гулоев, Акрамат Дасхоев, Магаз 24.